Сахамедиа организовала круглый стол «Туризм Якутии. Состояние, проблемы и перспективы развития». А поводом нам послужила круглая дата. Ровно полвека назад был создан Якутский областной совет по туризму и экскурсиям. В гости мы пригласили тех людей, кто на практике работает в отрасли туризма и индустрии гостеприимства. В нашем разговоре мы сегодня затронем такие темы, как оценка потенциала туризма Якутии, гастрономический туризм, воспитание кадров в области туризма, перспективы развития туризма в Якутии. В далеком 1967 году в Якутии появилось бюро путешествий и экскурсий, и работало оно вплоть до 1994 года. Именно там работала Айталина Андриановна. Давайте послушаем вас, как тогда обстояли дела, как был турпоток и какой опыт можно перенять в современности. Спасибо. Значит, я как раз-таки работала именно начиная с 70-х годов в Якутском бюро путешествий и экскурсий. И тот опыт, бесценный опыт, сегодня, к сожалению, остается невостребованным. И мне кажется, нет худа без добра, но благодаря этим санкциям мы сегодня хорошо повернулись в сторону внутреннего туризма. И я надеюсь, тот опыт, который мы накопили, он наконец-то будет востребован. И какой опыт я имею в виду? Для того, чтобы наш внутренний туризм стал массовым, мы должны наконец-то повернуться к нашей молодежи. Это школьный туризм, который мы сегодня называем детско-юношеским туризмом. Я бы назвала еще и плюс молодежный туризм. И я бы хотела остановиться именно на этом моменте. Потому что сегодня наши дети остаются, скажем так, неохваченными именно туризмом. Я бы хотела подчеркнуть, что в школьных программах советского времени, советского периода, именно апрель, май, июнь месяц это были экскурсионные месяцы, когда дети в массовом порядке ходили в походы, на экскурсии, потом в каникулы очень активно ездили, допустим, в центральные города, а летом это были краеведческие экскурсии, и была очень хорошо поставлена краеведческая работа. И я хочу обратиться к этому опыту, и на сегодня на телевидении, скажем, такому массовому зрителю сегодня об этом рассказывает у нас Андрей Федорович, который сегодня у нас присутствует, да. Я бы хотела связать эти два момента, да, молодежь и эта пропаганда экскурсий через СМИ. Мы должны привлечь наше молодое поколение не просто так обозревать через телевизор прекрасные, красивые путешествия и так далее. Я бы хотела, чтобы они стали участниками этого движения, большого движения. И мне кажется, в СМИ не хватает именно передач именно детских, посвященных именно школьному возрасту, да, молодежных передач, которые могли бы рассказать о туризме, о краеведении. И в свое время на телевидении я работала 7 лет и вела такую программу, как «Знаешь ли ты свой край?», посвященную школьникам. И эта передача была очень популярна. И почему бы нам тоже сегодня не обратиться к этой теме, и причем привлечь самих школьников. И тот опыт, который был наработан, конечно, мне сегодня многие говорят, что в то время профсоюзные организации хорошо работали, оплачивали родителям эти поездки и так далее. Но сегодня поднимается вопрос уже с прошлого года о развитии детско-юношеского туризма. И обращая внимание на этот момент, хотелось бы сказать, что дети сегодня могли бы и с родителями путешествовать, потому что во всем мире очень популярны так называемые
family tours, да? Называется, Спасибо семейные большое. туры. То есть один из вариантов развития туризма – это детско-юношеский. Да? Да. Давайте предлагаю послушать Владимира Мефодиевича, так как он стоял у самых истоков, да, какой положительный опыт для взрослых можно было бы применить на сегодняшний день? Для взрослых? Я бы хотел поговорить о молодежном туризме, так как я работал представителем БМТ «Спутник». Вот, это Бюро международного молодежного туризма «Спутник», которое охватывало весь Советский Союз, было 450 подразделений по всему Советскому Союзу, в том числе и в Якутии у нас. Но я хочу сказать, что у нас объемы в 90-м году составили 17 тысяч туристов. Это 9 человек работало. Какие виды туризма мы развивали? Во-первых, речные круизы. На теплоходе «Россия», который сейчас там на протоке сгоревший стоит, лежит, к сожалению. Значит, краеведческий туризм. Моя родина СССР, такая была экспедиция школьников. Я вот предлагаю начать с такой экспедиции у нас развивать детско-юношеский туризм. Моя республика, можно так назвать. Вот, к примеру, можно сказать, что класс – это туристская группа, школа – это туристский слет районный, потом республиканский слет. Мы должны возрождать вот такие вот республиканские слеты хотя бы раз в 5 лет, где будут школы соревноваться между собой в знаниях краеведения, в самодеятельном туризме, ориентироваться на местности, что не хватает. У нас сейчас грибы, ягоды пойдут, люди блуждают. А вообще детско-юношеский туризм и молодежный туризм – это база для развития в дальнейшем туризма у нас в республике, потому что если мы привьем людям с молодого возраста заниматься активным туризмом, путешествовать, познавать свою родину, быть патриотом своей родины, то здесь тогда эта база, которая потом уже взрослыми людьми будут уже пользоваться услугами внутреннего и въездного туризма. Вот я так бы, наверное, характеризовал. Ну да, это очень логически, да, начинать с молодого возраста. Давайте послушаем Ольгу Алексеевну, да, узнаем, как сегодня обстоят дела в области туризма. У нас есть государственная поддержка туризма. Как обстоят дела сегодня? Всем добрый день еще раз. Я хотела бы сделать небольшую ремарку в части детско-юношеского туризма и позволю себе не согласиться с Виталиной Андриановной. Работа на самом деле ведется, и все лучшие практики, которые были наработаны нашими ветеранами, нашими аксакалами в сфере туризма, они на самом деле изучаются, и мы стараемся найти им применение в сегодняшнем дне. Детско-юношеский туризм у нас на сегодня, он развивается в 2 этапа. Первый этап – это прошедшие 2 года мы разработали нормативно-правовую базу, то есть у нас был принят комплекс мер по развитию детско-юношеского туризма. У нас создан межведомственный совет по развитию детско-юношеского туризма и разработан план. Ответственными исполнителями этого плана у нас является, конечно же, Минпред с Министерством образования, потому что без них никак. Республиканский центр агротехнологического образования, экологии и туризма. Данной организации у нас отводится основная роль оператора, потому как на сегодня они имеют в каждом муниципальном образовании своих представителей и имеют хорошую наработанную базу в плане маршрутов, в плане программ. Хочу сказать, что в этом году у нас, кстати, по нашему плану прошел уже конкурс на выявление лучшего преподавателя, да, по данной теме. И также проведен конкурс по стимулированию ребятишек в повышении интереса к своему краю, в повышении интереса к своим достопримечательностям. Но если говорить в целом о государственной политике развития туризма, да, то мы все прекрасно знаем, и неоднократно об этом везде говорилось и писалось, о том, что наша государственная программа, она самая минимальная. То есть говорить о развитии туризма без финансов на самом деле, да, достаточно сложно. Тем не менее, программа имеет несколько направлений стратегических. Это повышение качества и безопасности туристских маршрутов, это продвижение туристского продукта и, конечно, непосредственно создание инженерной и транспортной инфраструктуры.
На сегодня по созданию транспортной инженерной инфраструктуры у нас основная ставка делается на привлечение федеральных средств, который в третий год мы работаем над федеральным проектом туристско-рекреационным кластером «Северная мозаика». Средства, работа также ведется у нас в несколько этапов, и по состоянию на сейчас ведутся работы по электрификации и непосредственно уже по дороге к объектам. На подходе у нас ведется работа по второму федеральному проекту. Это туристский кластер Кангаласского района Арту-Дайду. Мы надеемся, что данный проект будет успешно реализован у нас в Кангаласском районе. То есть вот эти два основных опорных пункта, которые которые значительно повлияют на увеличение турпотока, в республику в целом. Если говорить об оценке турпотенциала, то можно говорить конкретными показателями, то есть оценивать можно через конкретные цифры, которые у нас и прогнозируются, и оцениваются. И наши прогнозы, как правило, они близки к фактическим цифрам, которые подтверждаются стат-данными. А на сегодняшний день сколько вообще турмаршрутов разработано? Турмаршрутов у нас 77. 77 туристских маршрутов на территории 30... Очень резко я забыла. На территории 14 муниципальных образований. Фактически у нас действует 38 турбаз. Но при этом я хотела бы отметить, что из действующих туристских маршрутов у нас всего лишь 7 паспортизировано. В 2014 году у нас было подано и прошли паспортизацию 5 паспортов, и в этом году, за первую половину этого года, у нас появились 2 новых турмаршрута. Это в Вилюйском районе Медвежий угол и в Тампонском районе Уганда. Если я не ошибаюсь, могу ошибиться, поэтому прошу прощения за неправильное название маршрута. Это то, что касается турмаршрутов. По оценке потенциала я не договорила. У нас на сегодня потенциал может оцениваться объемом платных туристских услуг и общим турпотоком, который включает в себя такие показатели, как въезд иностранных граждан и въезд россиян. По оценке прошлого года у нас... Мы все прекрасно, я напомню, понимаем о том, что под словом турист у нас понимается гражданин в соответствии с федеральным законодательством, который выехал за пределы своего постоянного места проживания на более чем 24 часа с культурными целями, со спортивными целями, с деловыми целями. То есть, получается, по данным коллективных средств размещения у нас на сегодня общий туристский поток составляет 147 тысяч. Из них 142 тысячи – это наши россияне, и 5 тысяч – это иностранные граждане. Спасибо. Александр Андреевич, вы давно занимаетесь темой туризма, как вы вообще оцениваете ситуацию, нынешнюю ситуацию и государственную политику? В целом я бы сказал, что всю 50-летнюю историю туризма на территории нашей республики можно разделить на 2 этапа. Первый этап до 1983-1984 года и второй этап после этого. Потому что именно в начале 80-х годов, в первой половине 80-х годов у нас родился коммерческий туризм как бизнес. Была у нас создана первая компания, и организатором ее был Вячеслав Ипатьев. С этого практически началось такое свободное коммерческое развитие туризма. До этого все было организовано, государственные структуры занимались туризмом, организацией и проведением туризма. Как раз Владимир Мефодич и Айталина Андриановна рассказали. С одной стороны, это был экскурсионный туризм, очень сильно был развит. И я не соглашусь с тем, что не согласна Ольга, потому что действительно там совершенно была другая организация, которой сегодня у нас просто нет. Владимир Мефодич занимался молодежным туризмом, это такой серьезный очень был раздел в нашей жизни, благодаря которому мы еще, будучи совсем молодыми комсомольцами и детьми-школьниками, мы имели возможность выезжать за границу.
Ну, начиналось еще с Болгарии, наверное, да, самая главная страна у нас была. Соцстраны. Вот, да, страны соцлагеря. Ну, и мне, допустим, в группе удалось в 1979 году съездить в Англию. Это была вторая группа из Советского Союза, которая поехала в Англию после установления дипломатических отношений. Вот. Ну и вот о чем как раз, Ольга, я хотел бы уточниться. Да, вот Владимир Михайлович сказал, что группа из 9 человек, это БМТ «Туризм» был, там все были. За год обслуживала 10 тысяч туристов. Это по 1 тысяче на человека. Что у нас сегодня соотношение? 70 компаний, около 70 туристических компаний действует, да? Вот. И у них нагрузка на одного работника туристической фирмы 400 человек. Вот разница того периода, когда было все организовано в рамках нашей социалистического образа жизни, и сегодня то, что мы имеем на сегодня. Вот. Но есть другие показатели, на которые мы сейчас очень сильно ориентируемся и немножко завидуем. Да? Вот сейчас вот мы только с Айталиной Андриановной прибежали с защиты научно-исследовательской работы, которую мы сейчас ведем именно по развитию туризма и по определению потребностей в кадровом потенциале для туризма. Значит, есть такие цифры. Норвегия. Уровень гостеприимства 1,27 туриста на одного жителя страны. Норвегия в 16 раз меньше, чем Якутия. 3 миллиона квадратных километров – это вот есть наш потенциал огромный туристический. В Финляндии показатель немножко повыше, уровень гостеприимства. 1,4 туриста на одного человека, на одного жителя Финляндии. На Аляске 4 человека на одного жителя. То есть в среднем каждый житель Аляски принимает за год 4 туриста. И мы сегодня, у нас 0,16 туриста на одного жителя нашей республики. Это тоже наш потенциал. То есть у нас впереди столько можно еще сделать, да, и надо это сделать. Вот как раз о том, что сейчас Ольга Алексеевна говорила, что сегодня работает достаточно активно большая программа, государственная программа по развитию туризма, где предусмотрены все основные моменты с тем, чтобы туризм имел реальные возможности для развития. Вот. Но вот я сказал, что у нас 2 этапа развития туризма. Сегодня мы находимся совершенно в другом пространстве, чем это было раньше. Вот сегодня нам нужно всем уметь организоваться, уметь наработать турмаршруты. Ну, кстати говоря, сегодня туристических продуктов и маршрутов у нас гораздо больше, чем было у нас в советские времена. Мы тогда не знали, что такое кигеляхи. Мы даже царство вечной мерзлоты тогда не знали. Вот. И много других, которые мы сегодня уже в нашу жизнь вошли, и мы уже их даже и не замечаем. Вы очень хорошо заметили, что был до и современность, да? Если говорить о советских временах, то, в принципе, советский человек был особенно не избалован, да? У нас там общепит был одинаковый, да? Сейчас турист уже более взыскательный, да? И его привлекает в том числе сервис, да? И по всему миру люди путешествуют не только для того, чтобы увидеть красоты, да? Но и насладиться вот гастрономическими какими-то изысками страны пребывания, да. Вот поэтому я хотела бы спросить у Татьяны Александровны, как сейчас состояние гастрономии у нас, готово ли оно встречать гостей, какой потенциал, на каком витке развития сейчас мы находимся? Спасибо. Ну, я буквально пару слов тоже скажу в части вот нашего развития, да, в целом. Мы, конечно, прекрасно понимаем, что на сегодняшний день Якутия должна развиваться в целом как для внутреннего нашего туризма, да, правильно вот коллеги заметили. Ну и, конечно же, это большой потенциал, и мы должны работать на въездной туризм. Именно въездной со стороны иностранных наших гостей. Значит, неотъемлемой частью, конечно, каждого, наверное, составляющей турпродукта, да, является гастрономическая часть. Понятно, что мы все приезжаем, каждый в какую-либо страну, мы воспринимаем страну своими мироощущением, да, и вкусовыми также качествами. Да. Поэтому неотъемлемой частью, да, мы считаем, что гастрономия, именно представление Якутии в этой части должно быть. Тем более, если мы говорим о наших возможностях и о нашем потенциале, то, конечно же, у нас огромный потенциал. Это наша якутская национальная традиционная кухня. Да. И в этом плане сейчас
мы начали огромную работу как ассоциация гостеприимства уже, да, и рестораторы начали создавать совместно с туроператорами туристические продукты. О чем я говорю, да? То, конечно, мы также понимаем, что разделяется на два направления. Это событийный туризм, да, когда мы говорим, что огромное событие – это национальный наш праздник Эсэх Аланхо, либо какой-то Эсэх Аланхо, да, республиканский, либо же наш традиционный Эсэх, да, когда мы все выезжаем, Дети Азии, да, либо же вот у нас имеется тоже событийное мероприятие в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». Да. И мы, как ассоциация, в рамках этого события сделали гастрономический фестиваль «Вкус Якутии». И, надеюсь, он будет также событийным, ежегодным. И также он будет частью туристического продукта, когда туристы смогут приехать и посмотреть, что же интересного есть в части гастрономии у Якутии. Вот. Ну и хотелось бы отметить, да, в целом в развитии, да, что мы также привлекали крупных туроператоров, да, вот на Эсэх приглашали показать наши турпродукты, которые на сегодняшний день имеются, чтобы эксперты оценили, насколько действительно у нас есть потенциал и что нам необходимо сделать для дальнейшего развития. Конечно же, они подчеркнули, они посмотрели все рестораны, которые у нас имеются, да, которые мы сейчас вот вовлекаем именно в турпродукт, упаковываем, скажем так, в турпродукт, и посмотрели номерные фонды, которые у нас имеются, да? Посмотрели те маршруты, которые мы готовы включить в этот турпродукт. Потому что для продвижения и въездного туризма у нас должны быть готовые турпродукты. И надо их грамотно упаковать и грамотно продвигать. Для этого мы должны быть готовы. Соответственно, они, посмотрев, сказали, ну, в принципе, по гастрономии у вас есть что показать, да, но в части номерных фондов, ну, это вот слова экспертов, да, надо, конечно, в этом поработать. Вы еще не готовы для потока. Вот мы прекрасно это сами понимаем, как начинается у нас праздник Эсэх, все гостиницы забиты, да, и действительно, значит, забронировать номер, вот приехав просто так самостоятельно, либо же с делегацией огромной, да, но невозможно. Уже брони начинаются с апреля, мая, да. Вот. Ну и то же самое, я так думаю, если кто-то заинтересуется приехать в декабре на событие, да, посмотреть, что из себя представляет зима, то, конечно же, вот у нас в этом плане надо очень хорошо поработать. В части сервиса, да, действительно есть тоже над чем работать, в обслуживании, поэтому наша задача совместно с нашими учебными заведениями, да, это выработать и внедрить стандарты обслуживания для международных иностранных гостей. Также у нас впереди подготовка тоже событийному мероприятию «Дети Азии». Но в целом я хочу сказать, что мы идем в правильном направлении, и по оценке экспертов огромный у нас потенциал. Значит, международные вот наши делегации из Китая, которые туроператоры, в том числе и с города побратима Харбина приезжали делегации, они сказали, мы готовы вас продвигать на рынке Китая для того, чтобы раскрутить Якутию. На сегодняшний день китайцы, они знают только Байкал, знают Санкт-Петербург и знают Москву. Вот. Но по уровню обслуживания сервису, вот согласитесь, Байкал ну, ничем не лучше, чем Якутия, да, инфраструктурой своей, да. По качеству обслуживания, я думаю, мы, в принципе, готовы. Единственное, что на сегодняшний день в этом плане сервиса и именно проблемы в гостиничном номерном фонде, она действительно существует. Давайте вот по номерному фонду как раз нам скажет Марина Владимировна на примере гостиницы «Соната». Вот говорят, что да, на время Эсэха действительно вообще не бывает свободных номеров, а бывает ли простое, и как вы, как сотрудник гостиницы, как вы видите развитие массового туризма, чтобы не было простоев номерных? Ну, действительно, да, когда вот массовые мероприятия какие-то проходят, у нас гостиницы все забиты полностью, брони идут уже почти за полгода, можно сказать, начинаются, да. А когда никаких мероприятий, получается, нет, у нас простой. Из-за этого как бы мы, в частности, наша гостиница, да, мы имеем как бы корпоративных клиентов, да, которые у нас командировочные, обычные гости, да, и также с авиакомпаниями мы работаем.
А так, можно сказать, что если мероприятий нет никаких, то загруженность гостиницы где-то в 50, ну максимум 70% получается. В основном загружаются деловые люди, да, командировочные. Уже на втором месте это местные жители тоже заселяются, а уже на последнем уже идут туристы. А как вы думаете, вообще представители гостиничного бизнеса готовы ли сотрудничать с туристическими компаниями, с учебными заведениями, чтобы именно поток не прекращался? Мы сотрудничаем, гостиница, наша гостиница именно принадлежит Главному агентству воздушных сообщений. Там же есть турфирма. Мы работаем, к нам приезжают туристы, но все равно не так много. Спасибо. Да, конечно. Здесь, конечно, работа должна быть совместной, поскольку мы понимаем, что если мы будем развивать системный поток въездного туризма, то будет от этого всем хорошо. И гостиницам, и они будут развиваться, и ресторанам, да, и, конечно, нашим туркомпаниям. Поэтому здесь задача стоит, на самом деле, очень простая, но в то же время она системная, сложная. Мы должны понять, что если мы все соберемся, сядем за стол переговоров и начнем работать в создании качественного турпродукта и попросим помощи, скажем, тем российских компаний, туроператоров, международных компаний, чтобы они продвинули нас в своих странах, да, то на самом деле нам надо быть просто готовым принять их, работать. Понятно, что все те компании, которые будут нас продвигать, я уже со стороны бизнеса говорю, да, они будут просить некий процент за это, но должны быть готовы к этому. Если мы все объединимся, то мы на самом деле большой поток сможем осилить, и у каждого, скажем, у каждой гостиницы будет системная наполняемость туристами. И работа только должна быть в одном направлении, все вместе. Да, это совершенно правильное решение. И, коль уж мы говорили, возвращаясь к истории 50 лет тому назад, как все было организовано государством, теперь же у нас все рыночные отношения, конкуренция и умение грамотно продвинуть свой регион, свой турпродукт. В этом плане у нас Андрей Федорович большой профессионал. Давайте послушаем его мнение. Немножко с иронией, большой профессионал. Я, скажем так, теоретик и аналитик, я не являюсь практиком в туризме, я сам по себе просто путешественник. И в силу того, что много приходится ездить, я сам как практик-турист в этом плане вижу, как происходит где-то и как у нас. Я хочу подхватить только что тему, которая сейчас здесь активно обсуждалась. Летом людей много, зимой людей нет. Дальше. Мы должны стремиться к мировым достижениям в туризме. Понимаете, мудрость в том, чтобы свои недостатки делать преимуществами, раз, да? Не будет у нас пока массового туризма, потому что пока у нас нет денег, потому что пока у нас дорогие билеты. Значит, надо ориентироваться на эксклюзивных туристов, на тех, кому интересен наш край, да? Поэтому это экстремальный туризм, раз. Люди, которые приезжают сюда, и наоборот, были же такие случаи, они говорят, нам не нужна теплая гостиница. Вот французы приезжали. Поселите нас зимой там, где туалет на улице. Таких много на самом деле. Просто не ведется работа с такими людьми. Дальше, я пропагандирую зимний туризм. Да? У нас 3 месяца лет, остальное зима. Весь туризм у нас летний. Почему мы не развиваем зимний туризм? Ведь это эксклюзив Якутии. Нигде нет такой низкой температуры, как у нас. Работа какая-то в этом смысле ведется системная? Никакой не ведется. Можно, да? Нет, это у вас несколько другое направление. Я сейчас говорю не за то, чтобы государство этим занималось. У нас не хватает абсолютно активности людей. Часто я бываю в местных каких-то только что организованных турбазах. Как это можно назвать? Это можно назвать сельпо, потому что у меня появились деньги, я построил себе дом красивый, как мне кажется, и думаю, все, теперь ко мне все поедут. Понятие креатива, продвижения на уровне того, как это могут воспринять где-то за рамками твоей деревни, не существует. Я предлагаю людям, давайте я вам помогу. Я расскажу хотя бы, как это правильно оформить,
какие акценты нужно сделать, чем вы можете выделиться среди других сотен, турбаз, тысяч, которые существуют в России. У них представление такое. Работа – это когда я делаю что-то руками. Я дом построил – это работа. А то, что ты придумываешь, вот почему я лучше, чем другие, это не работа, это все фигня. Вот я постоянно с этим сталкиваюсь. За все годы, когда я предлагаю вот просто помочь, знаете, сколько людей ко мне обратилось за помощью? Нисколько, ни одного. Они все боятся, что когда я им помогу, я тут же скажу: так, а вот 10% от выручки мне потом. Вот они боятся за то, что у них сейчас денег нет, за то, что когда-то им придется. Но разве это подход? Ну, вернусь я сейчас вот к тому, что коллеги выступали и задали такое правильное, абсолютно правильное направление. Что самое главное у нас в перспективах? Это, конечно, детский юношеский туризм, безусловно. Слава Богу, лед тронулся. Хотя вот сейчас у меня есть о чем сказать. В мае мы вместе с фондом «Русский Север» провели республиканскую краеведческую викторину «Наша Якутия». Участвовали все регионы Якутии, кроме, по-моему, Мирного, вот почему-то, да. Я с удовольствием, как председатель жюри, вот смотрел ответы. Конечно, на эту тему можно написать книгу. Вот я узнал, что, оказывается, самый северный остров Якутии – это Аймикон. Самое большое озеро Якутии – это Байкал. А самый глубокий колодец вечной мерзлоты находится недалеко от города Рим в Италии. То есть это такой сумбур, но энтузиасты, школьные руководители, они, вот от них идет колоссальная, очень хорошая информация, энергия, что нужно проводить викторины, нужно двигаться в этом направлении. Вот Айталина Андреевна абсолютно точно говорит. Вот пусть это будет спектр самый широкий, пусть это будут экскурсии, программы куда-то в Санкт-Петербург, пусть это будут программы, пусть это будут выходного дня экскурсии, чтобы психологически дети привыкали к экскурсиям вообще, к тому, что надо познавать что-то. Ходить ногами, а не смотреть все это по телевизору. Ну, вот так. У меня вопрос есть. Андрей Федорович, скажите, пожалуйста, а вот экстремальный туризм, он от общего числа, ну, скажем, въехавших в Якутию туризма, можете сказать, сколько занимает процентов? Ну, вы знаете, вы можете посмотреть, здесь активно занимаются туризмом экстремальным, но я не буду брать, конечно, наших столпов, там Герман Арбугаев, Слава Ипатьев, да, отчасти Чириков, потом в Аймиконе, да. Вот. Я скажу про сторонних людей, это Russia Discovery. Вот они сюда привозят не так много людей, но вот я ни разу не видел, чтобы с ними было больше там 3-4 людей. Но, судя по всему, у них настолько выборка идет, что им достаточно привести 3 человека, которые и они знают, что они не будут им говорить, что здесь плохое обслуживание, не так вкусно кормят. Они очень четко выбирают людей, которым нужно именно то, что им дают. Продвижение нашего турпотенциала на международных выставках, на российских выставках. На сегодня у нас определен ряд основных площадок в России и за рубежом. И если говорить в части зарубежных выставок, то акцент, конечно, делается в первую очередь на страны АТР. Это китайская выставка CITM, это корейская выставка КОТФА и японская туристская выставка JATA, в которых мы стараемся ежегодно принимать участие, продвигать наш турпотенциал. Участие, как правило, принимают непосредственно сами турфирмы. Так, в России у нас стабильная площадка – это Московская международная выставка «Интурмаркет», в которой республика также ежегодно принимает вместе с турфирмами. И осенняя выставка. Осенняя выставка также в Москве. А скажите, ведется ли какая-нибудь такая статистика, да, что вот мы поехали с выставкой в Китай, и потом столько-то китайских туристов нам приедет? Да, это самая главная задача, собственно, да. По итогам этой выставки у нас отслеживается обязательно, как, во-первых,
турфирма едет с конкретно поставленной задачей. Заранее прорабатывается потенциальные туроператоры, потенциальные турагенты, с кем можно было бы заключить какие-то партнерства, ну, заключить соглашение, да. Конкретно ставится задача о заключении этого соглашения и о предварительном количестве туристов, которые можно было бы обеспечить на наши событийные туры. Мы сегодня говорим о том, что туристов необходимо в первую очередь, ну, вернее, не распыляться, да, на те турпредложения, которых у нас на сегодня, в принципе, достаточно. Мы говорим о концентрации туристов на событийные туры. То есть это наиболее эффективная, наверное, площадка для увеличения турпотока. А вот я знаю, инициатором бриллиантовой недели выступил именно Минпред, да, нынче будет 4-й раз, да. А какие прогнозы, вообще как идет динамика привлечения туристов? Продвижение у нас бриллиантовой недели осуществляется с помощью нашего турпортала, с помощью иных информационных средств. Да, это и бесплатные ресурсы Федерального агентства Ростуризма, Министерства культуры, плюс наши постоянные партнеры, которые принимают участие в пресс-турах. А пресс-тур у нас был в прошлом году, в позапрошлом году в рамках туристского форсайта. Вот, с помощью наших постоянных партнеров, собственно, идет продвижение. И на сегодня у нас участие подтвердили туроператоры Китая. То есть у нас будет организован фан-трип для КНР. И мы надеемся, что по итогам первого Сахакорейского форума, который проходит в настоящее время, у нас будут туристы из Китая, из Кореи, вернее. Опять же вернемся к вопросу сервиса, да. Эталина Андриановна, как сейчас идет подготовка кадров, как они, на чем они учатся, наши дети, принимать туристов? Ну, в этом году у нас произошел первый выпуск, значит, специалитета по специальности социально-культурный сервис и туризм и бакалавры по направлениям туризм и сервис. Это, значит, технология организации экскурсионных услуг и, значит, социокультурный сервис. То есть всего 77 выпускников. И надо сказать, что мы очень боялись, что наши выпускники не найдут работу, потому что мы знаем, что проблемы, да, вот с этими, несмотря на то, что нам не хватает кадров, да. И все-таки выпускники нашли себя в каких направлениях. Некоторые, значит, направились в свои улусы, там организовывают сельские гостиницы. Один из наших выпускников, Афанасьев Валерий, он получил грант главы администрации и, значит, организует свой туристический бизнес, индивидуальные предприятия. 4 человека организовали свои вот индивидуальные предприятия. Значит, некоторые пошли работать свои, значит, в местные, вот, в городские и сельские турагентства, да, то есть они сами организуют свой бизнес. Так, часть, где-то человек 18, они, значит, на сегодня решили штурмовать магистратуру. Вот, магистратуру, причем вознамерились отправиться в центральные вузы, да, Санкт-Петербург, Владивостокский университет, Московские университеты. Вот. И часть, значит, к нашему удивлению, в общем, наши выпускники, в общем-то, не растерялись, и без работы не остался никто. И чем мы нынче довольны, все, значит, члены комиссии, в том числе председатель комиссии, доктор технических наук, профессор Бойцова Татьяна Марьяновна, директор института Владивостокского по туризму и сервису, они у нас все 100% выбрали практикоориентированные темы. То есть каждая дипломная работа, она практически, можно ее использовать в практической деятельности по туризму, по сервису. В том числе, значит, мы получили рекомендации
Министерства предпринимательства и развития туризма, значит, где-то около 30 тем. Из них 12 тем выбрали наши выпускники, да, и это значительно, значит, скажем так, улучшило качество вот этих вот сформировавшихся наших дипломных тем. И руководителями дипломных работ были и работники министерства, в частности, Лена Габидуловна сама руководила 2 значит, нашими дипломниками, Пуляевский Василий Александрович, директора гостиниц, там, ресторанов, менеджеры, то есть это были люди крайне заинтересованные вот именно вот в этих дипломных работах. Владимир Мефодиевич, вот мы сейчас поговорили о кадрах, их воспитывают, они проходят практику, защищают дипломные проекты. Как было тогда и считаете ли вы это достаточным, вот, что у нас есть кафедра? Вы знаете, когда пришел рынок туристский, да, вот, стал вопрос подготовки кадров, и мы первых 7 человек отправили в Сочинский университет курортного дела и туризма. У нас 7 человек первые были подготовлены там, потом через департамент подготовки кадров при правительстве мы стали направлять их в Хабаровск, в Москву, ребят. И у нас, да, Чехия, и у нас появился какой-то костяк. Вот. На основе этого костяка у нас появились преподаватели по туризму. Это все постепенно делается. Вот. Поэтому я так считаю, что у нас сейчас динамика развития туризма в республике положительная. У нас с каждым разом все больше и больше маршрутов появляются грамотные специалисты, формируются специалисты. Вот так вот у нас, скажем, до 90-го года у нас совершенно не готовились, с улицы брали людей. Вот. А потом я хочу сказать, что в туризме же не каждый может работать. Тут же надо знать и историю, и наследие, и историческое наследие, и природу любить и так далее. Вот я перейду к другой теме, да. Вот говорят, что вот когда у нас массовые мероприятия проходят, гостиницы у нас что делают? Ну, они переполняются. Но у нас есть резервы. У нас здесь Хангаласский улус рядом, у нас есть Намский улус рядом, дорога хорошая. Вот. Почему мы не развиваем сельский туризм, гостевые дома? Я хочу обратиться к туристским фирмам. Обратите внимание, если вы испытываете дефицит в гостиничных номерах, обратите внимание на ближайшие улусы, где хорошая транспортная схема. Ну, тот же, значит, если летом говорить, то это и Мегино-Кангаласский улус, там Усть-Илданский улус. У нас резервы есть. Вот недавно я был приглашен на семинар по сельскому туризму, который организовала администрация Актемцев. Там совершенно, конечно, люди, как бы вот Андрей правильно сказал, как бы подходят топорно. Поэтому надо вот такие семинары почаще проводить в министерстве. И я хотел бы сказать, что, значит, нам надо подумать в ближайшем будущем о создании международного молодежного туристского центра, потому что молодежь со всех стран самая мобильная группа. Они могут просто приезжать, значит, автостопом, да? Потом во всех странах, и в том числе у нас в России, есть молодежные туристские карты, которые дают значительные скидки для путешествующей молодежи. У нас это в республике не развито. Это все спокойно можно сделать в Москве. Если мы создадим вот такой прецедент, что у нас будет международный молодежный туристский центр, это будет способствовать и имиджу республики, и у нас уже практически есть готовая база, это опять-таки Артодойду. Посмотрите, Ленинский край, здание огромное, оно же практически пустует. Там создали вот эти урасы стоят, да, вот когда СЭХ проходил, тоже пустуют. Летом у нас достаточно тепло, чтобы и в урасе переночевать. Вот создали, значит, в Красном ручье
усадьбу Булус для детей. Вот таким же способом надо и создавать, и думать. И я думаю, что Министерство молодежи должно об этом озаботиться. Вот. Вкратце так. Я бы добавил по вопросу подготовки кадров. Ирина Андреевна рассказала о своем направлении. У нас тоже в нашем институте финансово-экономическом есть направление, когда мы сейчас начинаем готовить менеджеров туризма. Тех людей, которые знают и умеют управлять туристической деятельностью. И мы все вот сейчас подразделения наши университетские, кто так или иначе, да, у нас идет как бы такая совместная программа, мы отрабатываем. Но я сказал, что мы сейчас только что пришли вот из Госкомитета по инновациям и науке, где защищали как раз тему потенциал определения, да, подготовки кадров для туризма. Вот. И здесь надо отметить то, что Министерство по делам предпринимательства и развития туризма наиболее обстоятельно подходит сейчас к этому вопросу, чем все другие министерства. Первое министерство, которое заказало такую тему. А сколько кадров нам понадобится, кого мы должны готовить, не просто сказать, сколько человек будет у нас, а сколько у нас будет работать в гостинице, сколько у нас человек будет работать в системе общественного питания, сколько будет непосредственно туристической деятельностью заниматься, сколько на транспорте будет людей, в конце концов, сколько изготовителей сувениров нам потребуется для того, чтобы обеспечить туристический поток. Вот эту тему сейчас как раз по заказу министерства мы и разрабатываем. Вот. Но у нас в институте тоже сейчас мы занялись этой подготовкой. У нас уже есть группа, которая второй или третий уже год у нас сориентирована именно на туристическую деятельность, то есть с первого курса. У нас есть программа совместной подготовки кадров с французами, то есть с университетом в городе Ницце. Уже 7 лет мы, 8-й год уже работаем с ними. Вот. И у нас ребята получают 2 диплома, французский диплом и российский диплом. Есть наши выпускницы, которые 3 работают в самой Ницце, уже туристической деятельностью занимаются, они практику набираются и готовятся уже по мастерским программам. Вот. Ну и сейчас вот ребята, 5 человек, студенты наши, поехали в Ниццу с тем, чтобы уже осваивать такую черновую практику туризма. Даже родители там, некоторые высказали недоумение в связи с тем, что говорят, вы знаете, чем они там занимаются? Он говорит, чем они там занимаются? Они, говорят, посуду моют в ресторанах. Я говорю, ну, а что? Весь мир студенческий этим занимается. И дети, которые хотят управлять туризмом, должны все досконально знать, как он рождается. Они не только моют посуду, они накрывают столы, они обслуживают туристов, они работают по полной программе. То есть проходят полный практический курс человека, который хочет быть гостеприимным и знать, как это все делается. Вот, поэтому родителям пугаться нечего. А если дети до сих пор не приучены мыть посуду, ну тогда, значит, это беда уже. Надо, чтобы дети умели все делать. Тогда, когда ты собираешься чем-то управлять. Вот. Так что вот такая вот сейчас идет целенаправленная работа по подготовке кадров. И мы уже работаем сегодня на 30-й год. Когда, сколько, кого нам потребуется подготовить. И как выстраивать, допустим, систему образования у нас в ВУЗе, какие мы дополнительно можем здесь усилия привлекать наших партнеров, помощников. Ну, это то, что Владимир Михайлович сказал. Мы с самого начала, как только заговорили о туризме, даже его еще практически только он становился у нас, мы уже начали готовить кадры в тех странах и районах, где туризм очень сильно развит. Так что вот, ну, Ницца в Европе – это самый туристический эпицентр, где можно готовить хорошо кадры. Я бы хотела еще добавить следующее. У нас, конечно, очень много планов в отношении подготовки кадров, но у нас самый большой, наверное, проект совместный с Министерством по делам предпринимательства и развития туризма – это ресурсный центр подготовки кадров в сфере туризма и сервиса. Вот. И он у нас начал работу с 2013 года. И практически мы уже каждый год занимаемся вот как раз планами нашего ресурсного центра. И вот первая акция, которая была, это вот тоже по части бриллиантовой недели, тоже благодаря Министерству предпринимательства мы тогда у нас Екатерина Ивановна познакомилась с чешскими представителями гостиничного бизнеса, и мы организовали первый международный семинар для гостиниц. И вот наши работники гостиниц, главных наших, «Полярная звезда» и
Тегандархан прошли эти международные курсы, они теперь имеют международный сертификат. Поскольку работники инфраструктуры не владеют языками, а вот наши чешские товарищи, коллеги, они хорошо говорят по-русски, ну и владеют, скажем так, хорошим таким опытом в области европейского сервиса, значит, в гостиничном деле и в ресторанном деле. Поэтому они получили очень хороший опыт, и мы вот продолжаем работать. И с французами у нас тоже хорошие планы в прошлом году по культуре питания. Вот с Татьяной Александровной мы, значит, завязали связи с университетом Франсуа Рабле, благодаря посольству Франции и представителю посольства Изабели Борисова. Вот, и нынче мы собираемся вот, по поводу наших совместных планов, да, по двойному дипломированию, по организации, значит, стажировки наших специалистов, не только вот, преподавателей, да, но и специалистов, вот, практиков. Татьяна Александровна. Спасибо большое за то, что пришли, уделили время, поговорили, потому что это действительно одно из важнейших туризма, одно из важнейших экономического развития нашего региона. Спасибо большое всем. До новых встреч. Спасибо.